Если вы языка не знаете совсем вообще, то есть владение на нуле полностью, понятно, что нужно сначала там изучить какие-то основы грамматики, там 2-3 сотни слов, потому что без этого двигаться никак нельзя. И это, понятно, делается либо там самостоятельно по учебнику, либо на курсах, либо там с преподавателем. Если есть вокруг люди, хоть какие-то где-то родственники, коллеги, с которыми можно говорить, это самое главное. Организм человеческий, чтобы не умер, его каждый день нужно кормить. Если не кушать, будет очень плохо, или кушать раз в неделю. Вот с языком точно так же. Чтобы он у вас поддерживался в живом состоянии, нужно каждый день хоть немножко, хоть как-то, хоть чего-то им пользоваться. Очень хорошо, если будут люди, которые вас будут поправлять. И они будут не стесняться, и вы не будете стесняться просить. Вот если я что-то сказал криво, неправильно, так не говорят, скажите. Вот говорят не так, а вот так. Язык, чтобы он был не бедный, чтобы он был красивый, чтобы человек знал какие-то обороты, какие-то фразеологизмы, нужно читать. Читать классиков, писателей, у которых все это встречается, и не обязательно даже там как-то выписывать себе в блокнотик, а просто вот ты читаешь, и это в голове откладывается.